Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, товарищи, соратники. Вчера произошли события, которые, я так думаю, что стоит нам всем немного обсудить, проанализировать и понять вообще, что же произошло, какие сделать нам выводы из всего этого. Вчера мы увидели, что конфликт между Пригожиным и Министерством обороны, который развивался долгое-долгое время, мы все наблюдали за этим конфликтом, достиг своего апогея и вылился в самый настоящий вооруженный мятеж. И практически чуть ли Пригожин не захватил власть в России. Да? Началось все с того, что Пригожин буквально меньше, чем за сутки захватил два огромных региона в России. Это Ростовская область и Воронежская область. Ну и дошел до Подмосковья, в 200 километрах от Москвы остановился. Он захватил аэродромы, ключевые аэродромы, захватил все правительственные здания, да, в Ростове, захватил штаб Министерства обороны, который располагался в Южном военном округе. И никто ему ничего не мог сделать. Его там пытались что-то там остановить, какие-то там жалкие попытки были. Он шел как танк, по дороге сбивал всех, кто мешал ему, а там сбил не менее 7 или 8 вертолетов, один самолет. И никто ничто не мог сделать. Мы видели и на самом деле убедились в том, что на самом деле система, вот эта российская система, она как никогда слаба, она вся прогнила. Если мы знали, что она раньше была гнилая, но вчера нам просто разрезали и показали все внутренности, которые протухли и прогнили давным-давно, оказывается. Мы видели страх в глазах чиновников и олигархов, которые в страхе, в панике покидали Россию, улетали на своих джетах в Турцию. Кто-то там перебазировался в Санкт-Петербург подальше от Москвы. Все уже понимали, что там, да, что Москву не удержат, ее сдадут. Но я уверен был, что Пригожин легко захватит Москву. Вот только дальше, что было бы? Естественно, он бы ее захватил бы, но как таково удержать он ее не смог бы в будущем. Потому что, ну а что, никто не смог, точнее, никто не стал бы присягать ему на верность. И ни ему, ни его ставленнику. Хотя часть, возможно, и перешла бы на его сторону, началась бы гражданская война, чего мы все, в принципе, так хотели. Я, если честно, я вчера наблюдал за всеми этими событиями и ждал, что Пригожин захватит власть, начнется большая-большая смута, конфликт, что открыло бы нам дорогу к действиям. Мы вчера видели перепуганного, трясущегося Хабирова, который там с большим опозданием вышел в эфир и сказал, что он там верен Путину и так далее. Ну а что ему еще оставалось делать? Конечно же, потому что он всецело зависит от Путина. И если бы Пригожин пришел бы к власти, ну или там человек Пригожина, Хабирова тут же снесли бы. Вот, и он понимал прекрасно, что единственный гарант его защиты — это только Путин. Вот. Вчера мы много что увидели. Мы увидели, что российская армия, нету российской армии как-то. И один лидер бандформирования в 25 тысяч человек может легко захватить власть, легко захватить целые регионы размером с европейскую страну. Мы видели, как местное население, граждане приветствуют Пригожина, как они ненавидят Путина, оказывается, как они легко вчера отказываются от вчерашнего своего лидера Путина, да, и приветствуют нового лидера Пригожина. Мы все это видели, все это наблюдали. Все это говорит о чем? Если делать выводы, подводя итоги, да, то можно сказать, что русский народ, там, где был вчера Пригожин, те области, это были, ну, там 99% живут русские. Русский народ не хочет никаких перемен на самом деле. Демократических я имею в виду. Ему нужна сильная рука. Вчера они легко
Вчера они увидели, какой слабый Путин, и легко отказались от него, и присягнули новому, более сильному вожаку Пригожину. Да, хотя там все знают, какой шлейф за ним идет. Да, то есть и уголовник, и сидевший и так далее. Так вот, какие мы можем вывести из этого итоги для нас, для башкир? Мы все видим, что систему трясет, лихорадит. Этой системе осталось недолго. И вчерашние события показали это очень прекрасно. Мы увидели, что, оказывается, все легко разрушить. Но мы вчера наблюдали, а именно Комитет Башкирского национального движения за рубежом наблюдал, ждали, были наготове. Но мы не торопились выводить своих людей. Многие там нас упрекали в том, что мы сидим, бездействуем и так далее. Но мы прекрасно понимали, что еще не момент, еще не наступил час Х. Если бы Пригожин захватил бы власть, тогда началось бы, если бы двоевластие, начался бы коллапс системы, тогда да, тогда бы наступил момент и надо было бы действовать. Но до этого не дошло. И, как выяснилось, мы были правы, что не выводили своих людей, потому что, представьте, что если бы мы вчера вывели своих людей, начали бы захватывать какие-то органы власти в республике, и в этот момент Пригожин заявил бы, что он разворачивает свои войска и уходит из-под Москвы. И что было бы? Всех наших людей просто перещелкали бы, и все. И мы бы лишились той пассионарной нашей части, наших ребят, которые готовы бороться за независимость с оружием в руках. Такие люди есть. Они вчера все были наготове, но, видимо, не в этот раз, как говорится. Но ничего, этот раз настанет обязательно. И мы вчера увидели, что все это будет, как все это будет происходить. Мы видели, что власть в таких ситуациях растеряна, что она ничего не делает практически, да. И я думаю, что все у нас получится, и мы обязательно захватим власть в республике, изгоним Хабирова. А Хабиров сам когда-то говорил, что власть захватывают. Поэтому мы будем действовать так, как он сам лично говорил. Мы отнимем у него власть, выгоним его, либо арестуем, если он не успеет скрыться. И сделаем нашу республику независимой, потому что нам не к чему и незачем жить в составе этой страны, где идут вот такие вот сбои системы, где воровство, где группы вооруженных бандитов гуляют по России и подвергают опасности мирных жителей, где все разворовано, где уничтожают свободу слова. Нам не к чему и незачем жить в такой стране. Мы лучше создадим свою страну, свою независимую республику, и будем мирно жить со всеми, торговать, развиваться, со всем миром торговать, да, общаться спокойно, без какой-либо агрессии, не подчиняясь Москве, не подчиняясь Кремлю, не подчиняясь какому-то придурочному тирану, карлику, там, который засел в Кремле или там, где он в бункере сидит. Мы лучше будем строить свою независимую, демократическую, свободную республику Башкортостан. И если кто-то думает, что я приду к власти с помощью, захватив эту власть, многие меня знают еще по республике Башкортостан, многие считают, возможно, что я недостоин этой власти, но я вам сразу скажу, что я и не собираюсь идти во власть. Я много раз говорил и еще раз скажу, что я – это таран, который разбивает эту систему постепенно, постоянно, удар за ударом я наношу по этой системе, и когда мы ее разобьем, эту систему, она рухнет. Тогда к власти в Республике Башкортостан, в свободной Республике Башкортостан, в независимой, придут достойные люди, которые могут управлять Республикой Башкортостан, которые в этом компетентны, которые грамотны, достойны. Они будут управлять, а я буду радоваться
в жизни в свободном, независимом Башкортостане, где я буду жить вместе со своей семьей. И все. Потому что я свою цель вижу именно в том, чтобы снести эту власть. А дальше уже придут другие люди, другие лидеры. Я уверен, они появятся. У нас очень много умных, достойных людей. Поэтому все впереди. Вчера это была, скажем так, генеральная репетиция. Мы ее прошли, а система ее не прошла. И мы уже знаем, как все будет происходить. Мы знаем, как нам действовать. Только за вчерашний день у нас прибавилось намного больше наших сторонников. Поэтому, иншаллах, все будет хорошо. До скорых встреч.